Во всех развитых странах граждане с диагнозом сахарный диабет получают все необходимое для поддержания здоровья бесплатно и без перебоев. В Абхазии диабетики получают все необходимое в рамках программы льготного обеспечения лекарственными препаратами, но это только на бумаге. На деле вовремя получить нужный вид инсулина, тест полоски, снижающие сахар препараты – большая проблема. А в начале пандемии, когда все силы были брошены на ковид, диабетики Абхазии на полгода остались без жизненно необходимого обеспечения. Председатель общественной организации «Диабетическое общество Абхазии» Алиса Шамба считает, что ситуацию может исправить отдельная государственная программа поддержки диабетиков. Мы именно по этому вопросу встречались в прошлом году с премьер-министром Александром Анкваб. У нас была рабочая встреча по этому вопросу. Был приглашен министр здравоохранения, конечно. Мы обсудили все вопросы, все проблемы. Но на сегодняшний день есть огромная проблема в этой связи, потому что есть огромные перебои в обеспечении людей этими препаратами, инсулином. То есть о глюкометрах, иголках и тест-полосках на сегодняшний день вообще речи не идет, потому что именно взрослое население людей с диабетом практически, можно сказать, вообще не получает сейчас тест-полоски. То есть инсулины тоже. Вот буквально недавно мы получили инсулины, то есть есть инсулин короткого действия, есть инсулин пролонгированного действия. То есть мы получили только один тип инсулина. Стоимость препаратов и расходников для поддержки диабетиков довольно высока. Самостоятельно оплачивать такие суммы могут далеко не все, и зачастую люди просто экономят на собственном здоровье, что может приводить к серьезным кризисам и даже летальным исходам. Если все самому покупать, так скажем, то около 10 тысяч рублей нужно взрослым. Если это по программе, то считайте, что половина, в принципе, покрывается. Но это мы говорим о тест-полосках, о глюкометре. Если мы говорим о мониторинге, то 10 тысяч рублей в месяц мне обходится только мониторинг. Это такой аппарат, который устанавливается на руку и передает значение сахаров на телефон каждые 5 минут. То есть вот такой аппарат, он мне обходится 10 тысяч рублей в месяц. Если говорить о тест-полосках, тест-полоски в одной лежит 50 штук, да, в одном. Стоит 1200 рублей. 1200 это минимум. Это самый минимум. Вот считайте, если ребенку, да, или взрослому человеку каждые 2 часа надо проверять, какой огромный расход. Это, во-первых, очень бьет по карману. Не каждый может себе это позволить. И мы видим такую картину на сегодняшний день, когда перед человеком становится вопрос, экономить на своем здоровье, либо принести деньги своим детям, свою семью. В государственной программе поддержки диабетиков должны быть официально закреплены все нормы, начиная от того, сколько раз в день уровень сахара должен проверять взрослый, сколько ребенок, какой тип инсулина и в каком объеме положен тому или иному человеку. И даже диаметр иголки для проверки уровня сахара должен быть регламентирован, так как это имеет большое значение. И на самом деле деткам выделяют, да, государство в нужном количестве. Но встает вопрос, как происходит закупка, почему нужны акты определенные, допустим, что ребенку нужно такой-то размер. Иголки имеют разный размер. Вот у меня сейчас наглядно, просто если вам это видно, это 8, а это даже 5. Ребенку желательно 4 использовать, то есть она еще меньше. Так как ему нужно несколько раз в день делать укол, поверьте, вот эта разница в размере имеет значение. Да? Вот просто комфорт, да, для ребенка. У нас выдают 8, то есть самый большой размер, 6 и 8. То есть и потом родителям, что делают родители детишек, которым выдали эти 6? Они свои 6 дарят взрослым, передают, потому что им они не нужны, и за свой счет уже покупают иголочки поменьше. Общественная организация «Диабетическое общество Абхазии» создана совсем недавно на основе инициативной группы граждан, которые так или иначе столкнулись с проблемой сахарного диабета в Абхазии. Со всеми чиновниками, от которых зависит создание программы для диабетиков, они уже встречались и, кажется, везде были услышаны. Тем не менее, принять данную программу в прошлом году и попасть в бюджет 2021 года не удалось. Теперь общественники надеются, что это произойдет хотя бы до 2022. Тем временем Асида Адлейба и Алиса Шамба получили поддержку ООН и Европейского Союза в рамках программы «Гражданское общество». «Диабет не приговор» – это первый проект их общественной организации. Нами была сейчас запущена работа школы диабета в городе Гал, в Гальской больнице. Это уже 3-я школа диабета в Абхазии. С января месяца запущена горячая линия для ковидных больных, которые с сахарным диабетом, либо те, у кого даже ранее не было сахарного диабета,
но во время болезни ковидом он может возникать, может возникнуть вообще какая-то просто временная проблема с сахарами, но при этом необходима дополнительная такая консультация с эндокринологом. Проект «Диабет не приговор» объединяет сразу несколько мероприятий, в том числе сессию тренингов для медсестер школ и детских садов или лагерь для детей с сахарным диабетом, который стартует 26 июня в Мюссере. Буквально скоро стартует мини-лагерь диабетический для детишек с сахарным диабетом. Проходить он будет с 26 июня по 1 июля, там буквально 5 дней, но главная задача, чтобы детки пообщались друг с другом, они увидели, как, допустим, такой же ребеночек, как и, допустим, я, делает также уколы, как это все происходит у других, вот это вот взаимодействие у них. И плюс для родителей там будут очень интересные занятия, с России будут приглашены спикеры, Анна Кормилец, который расскажет о искусственной поджелудочной, о всех новинках в мире гаджетов, касаемых сахарного диабета. Точной статистики нет, что само по себе проблема, но ориентировочно 2000 человек в Абхазии являются инсулинозависимыми. Из них только 20 детей находятся на учете. Эти цифры отражают действительность примерно на 1/3, а то и меньше. Во многом, потому что в Абхазии нет специализированной программы поддержки диабетиков, и многие предпочитают стоять на учете в России, где работает государственная программа и есть реальная поддержка. Надежда Боровикова, Сасрыкуагуха, Абаза ТВ.